Уважаемые дамы и господа, уважаемые зрители, приветствуем всех. На ваших экранах проект «Белсенді ел», созданный для развития массового спорта в Казахстане. Ну и в рамках этого проекта у нас первое интервью. Все мы знаем, что бег – это один из доступных видов физической активности, поэтому мы пригласили в гости единственного человека планеты в одиночку, пробежавшего крупнейшие пустыни мира. Рекордсмен, марафонец, тренер, мастер спорта международного класса, человек, который за годы своей спортивной карьеры пробежал совокупное расстояние свыше 106 тысяч километров. Желамбаев Марат Тулегенович. Марат Тулегенович, мы очень рады и благодарим вас, что поддержали нас, поддержали наш проект, и сегодня вы вместе с нами. Ну и в начале нашего интервью, Марат Мырза, расскажите, пожалуйста, немножечко о себе. Ну, мне 56 лет, начал заниматься спортом, в классе 4, может быть, ну так, просто как любитель. Потом начал заниматься спортивным ориентированием, это такое более-менее, где я стал чемпионом СССР среди юниоров. И вот там тренер сказал, надо заниматься бегом, чтобы улучшить результаты. Но я ушел в марафонскую группу, и, в принципе, там я остался. И для себя уже бегал. 4 класс – это примерно лет 10-11. А с какого вида вы начали? Борьба, бокс, как все казахстанцы. Борьба, бокс. Хорошо. А сейчас вы, так скажем, великий бегун. Что подтолкнуло вас перейти на бег? Вот спортивным ориентированием, когда занимался, я очень хорошо читал карты, ориентировался на местности, сам рисовал карты. И помогло то, что тренер сказал, когда я выиграл, он сказал, надо беговую подтянуть. Я отдал, вот в Караганде открылась только марафонская группа, туда отдал, я там первый полумарафон пробежал, я был чемпионом Караганды в то время. И уже в армии пробежал первый марафон. Ну, то есть я обучился бегу, сам изучал бег, и уже потом физкультурную технику. И уже в городе Экибастузе я уже открыл свой клуб любителей бега и обучал правильно бегать. Почему правильно бегать? Все люди думают, что они могут бегать. И любого спроси, да, они могут бегать, там, собаку сзади запустить, или вор что-то украл, человек побежит, ну или ребенок в опасности, или к автобусу опаздывает, человек побежит. Но, как правило, 70% людей бегут неправильно. Хотя им кажется, что неправильно, что некрасиво бегут. Это я просто как специалист говорю. И знаю, если человек неправильно побежит, он себе навредит. Почему я клуб бега открыл? Я открыл в 86 году. Я бегал по парку, тогда люди тоже бегали, но мало. Смотрю, парень, девушка бегут, и они неправильно бегут. Я знаю, через сколько дней тренировок они получат травмы. Я их остановил и говорю, а вы-то неправильно бежите. Ну, они меня послали далеко. Я понял, что я должен открыть клуб. Я бесплатно тренировал тогда. Я открыл клуб, и всех желающих я объяснял, почему это неправильно и как это делается правильно. И в итоге, во-первых, у меня образование физкультуры, плюс я изучал, я до сих пор, считаю, учусь. У меня хоть в Астане 1500 учеников, я вот, может, лет там 5 как тренирую здесь, переехал недавно. И уже у меня где-то больше 1500 учеников. На данный момент? Да, это люди разной профессии, есть и строители, и айтишники, и много министров, и депутаты есть, и разные, и олигархи есть. То есть все тренируются для чего? Потому что здоровье нельзя купить. Поэтому вы можете на дорожке встретить со списка Forbes утром 2 человек как минимум. То есть они бегают, потому что это и самый доступный, и самый полезный, если вы научились правильно бежать. То есть я сразу скажу, бег – это лекарство, его надо правильно принимать. То есть здесь и техника бега влияет, и сам процесс тренировок. Он приблизительно
есть какой-то шаблон, но он индивидуальный. А скажите вот насчет травм. Какие травмы могут быть из-за вот неправильной пробежки? Ну, в первую очередь, это травма колена. Это самое распространенное у бегунов. Это из-за того, что техника бега неправильная, неправильная постановка стоп. Человек ходит так. Например, если взять борцы, боксеры, у них будут проблемы. Футболисты, они уже ходят там уточкой, то есть вот так стопы. А вы знаете, вот если возьмите просто свою обувь, подошву посмотрите, даже в тех, которых ходите, не бежите, туфли бывают, даже если железный каблук, у 70% людей будет так наискось стерто. Наискось стерто, это значит, вы уже ходите елочкой. Если человек бежит елочкой, то вот вы елочкой поставили, то, во-первых, вы раскачиваете, вы бежите змейкой, и у вас обувь спортивная, например, кроссовки, они мягкие, они, там буквально губка поролон, да? Они стираются на асфальте очень быстро, поэтому угол у вас будет увеличиваться. Если вот так, и это... А бег — это не ходьба, это прыжок. И вы там килограмм сколько там, 70, 80. И представьте, люди выходят, ну вот здесь, например, круг, ну, вот ботанический рядом, да? Круг 2500, да? Такой маленький круг. Я квадрата не говорю, для вас 4. Но новички бегут в среднем, новички бегут 5 километров, чтобы вы знали. И они выбегают и начинают 5000 шагов это. Если человек неправильно прыгает на ногу, он за одну тренировку может убить колени. За одну. За одну. Или за несколько. Это от веса еще зависит. От того, еще если он ошибок совершит. Почему? Обратите внимание, вот в Астане мало дождей, да? Ну, к карнизу подойдите, где капает вот с крыши, где асфальт, бетон, вы увидите дырочки. Это с капель. Если человек бежит, и вот представьте, он за час в среднем, ну, 5 километров, это час точно он уложится, 5000 ударов вашего тела. Все, колени вылетает. Плюс там надо еще техника, еще доза. То есть здесь, поэтому из новичков 70% получают травмы. 30 они как-то умудряются так пройти. У них, то есть, бывает так, я обучаю людей, новичков. Бывает, кто-то бегал, кто-то много ходил, кто-то другим видом спорта занимал. Их переучить тяжело. А бывает, человек ничем не занимался, диванный. Мне легче его научить. Потому что у него еще ничего не испорчено. И бывает, у него с рождения уже техника бега есть. Идеально. Вот просто подправил чуть-чуть, смотришь уже на 4-й тренировке, почти идеальная техника. Конечно, идеальную технику я тренирую месяц, не добиться, но человек будет знать, как исправить. Чтобы добиться техники идеальной, это надо год и более тренироваться. То есть видеть свои ошибки, это то есть видеть как. Сейчас камера есть, сняли сбоку, спереди, посмотрели какие ошибки и там СБУ поделали. И всегда надо бежать, исправлять и видеть. Хорошо, спасибо. Такой же встречный вопрос. Лично для вас, какие есть пользы от правильного бега? Ну, бег, во-первых, самый доступный вид спорта. Ясно, у нас зимой и летом всегда бегают, здесь чистят. У нас, например, триатлон парк есть, там тартановые дорожки, их чистят. На тартане уже не обязательно там специальную обувь, можно в летней бегать, потому что зимняя обувь это что? Это против снега, против гололеда. То есть, но они жесткие, и в летних лучше бежать. Летние, если холоднее, теплее, летние может даже теплее, потому что они дышат, мы знаем, воздух. И они не ломаются. Зимние все равно они не дышат, они как бы закрытые, чтобы снег не попадал, и они ломаются. А летние более-менее. И когда не скользко, раз тартан чистят машинки, можно бегать. И принцип многослойности, я плюс за свои годы, когда я тренировался, я ни одной тренировки никогда не пропускал из-за погоды. Никогда. И в группах у меня никогда не отменяется тренировка.
Ну, может, я могу перенести, если гроза. Ну, гроза, потому что считается, если человек убьет молнией, я буду отвечать. Это вероятность там на миллиард, но это есть. Поэтому я могу отменить. А если просто дождь, жара, холод, ветер. Мы тут бегали, когда здесь пирамиду сносило ветром, мы все равно бегали. Или в буран бегали, или минус 40 бегали. Потому что я подсказываю, как одеваться, как бежать, как дышать. И в итоге у нас есть барьеры, у каждого человека есть какой-то барьер. И вообще нам мешают все барьеры. У меня в жизни никогда не было барьеров. То есть я никогда не ставил рано или поздно, или не смогу. Я всегда говорил, я это смогу, я это сделаю. Поэтому я всегда добивался в любом деле. Если я был художник, я в советское время уже выставлялся за границей. Один из первых казахстанцев еще и продавал. Хотя это было нереально, потому что у меня не было образования художественного. Я это сделал. Например, решил пустыне. Это считалось нереально. Я это сделал, потому что я убирал барьеры. И у своих учеников я стараюсь убрать эти барьеры. Я знаю, если человек тренируется, мне попадались очень такие с кучами барьеров. Это, как правило, это те, у которых все есть. Они себе придумывают барьеры, что ой, комар, ой, холодно, ой, не встал, ой, я вчера устал, и все. И это и есть барьер. То есть отмазка. Любая отмазка – это барьер. И вообще, если взять любые дела, которые вы провалили, у меня тоже есть такие дела, если вы проанализируете, это будет лень или отмазка. Что-то вы себе придумали. То есть вы могли бы это сделать, но вы сидели на компьютере или читали книжку. Ну ладно, если полезная книжка, бывает книги полезные, бывает и вы мелодраму там читаете, и хоть 1000 прочитай, она не будет полезна. Да. Смотрите, Марат Ульгенович, есть ли разница, когда ты бегаешь по асфальту, либо специально на беговой дорожке, вот как на ботаническом саду, либо же в Центральном парке? Ну, конечно, это колоссальная разница. Во-первых, новичкам лучше сразу на тартане. У нас первый тартан появился в Центральном парке, но там положили неправильно, там положили 4-5 сантиметров, еще на землю, и получилось вот так. Это вредно, сразу скажу, это было вредно. Я сразу раскритиковал, и когда триатлонные парки ложили, уже советовались со мной, ну, положено 1,5 сантиметра, 2 тартан. И положено, чтобы низ был или бетон, или асфальт, то есть не земля. И вот поэтому и там, и вот в ботаническом именно для бега идеально. Но если вы хотите участвовать в соревнованиях, то надо перемешку. Но вначале бежать лучше тартан, потом потихоньку добавлять асфальт. Бетон, асфальт. Потому что на асфальте быстрее все равно. И все соревнования проводятся на асфальте. Это почему? Если вы решите соревноваться, чтобы ваши стопы были привыкшие бегать к асфальту. Потому что переход, только вы перейдете, если вы тренировались только на тартане, перейдете на асфальт, вам будет некомфортно, и вы можете получить травму. Потому что некоторые мышцы, суставы, связки, они не привыкли. Это понятно, да? Но по травмоопасности это, конечно, легче.